Эфир нашего телеканала продолжит брифинг оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Узнаем о текущей эпидемиологической обстановке и принимаемых мерах в регионе. Ольга Валерьевна, добрый день. Какова эпидобстановка в регионе на сегодняшний день? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике остается напряженной. За сутки, по данным Управления Роспотребнадзора, зафиксировано 106 новых случаев коронавирусной инфекции. В столице нашей республики 69 новых случаев. Небольшое снижение идет по Мегино-Кангаласскому району, что способствовал комплекс мер, который принят как по вопросам вакцинации в Мегино-Кангаласском районе, так и меры, направленные на ограничение и соблюдение гражданами этого района соответствующего режима. Осложняется ситуация в Усть-Алданском районе. В Амгинском и Момском районе зафиксировано по 5 случаев. Необходимо обратить внимание на наличие 5 новых случаев в Момском районе. Это район, который долгое время, практически 2 месяца, был чистый от коронавирусной инфекции. Тем не менее, непосредственно как в Моме, так и в Верхояне произошло ухудшение. Сегодня в Верхоянском улусе зарегистрировано 4 случая. По 3 случая зарегистрировано в Верхневилюйском и Хангаласском улусе и по 1 случаю в Алданском, Кобяйском, Нижнеколымском и Чурапчинских улусах. На настоящий момент осложнилась ситуация в Вилюйском улусе Республики Саха-Якутия, в котором непосредственно направлена, вчера была поздно вечером, так же как и в Нюрбинский улус, вакцина в размере 1000 доз, которая, соответственно, на настоящий момент используется на территории района. Необходимо обратить внимание, что за сутки проведено 2619 исследований. Всего обработано в республике 1 088 760 тестов на новую коронавирусную инфекцию. Вчера в республику поступило большое количество вакцины, основное использование которой будет осуществляться на территории города Якутска, Мегино-Кангаласского района. Всего поступило уже на настоящий момент 154 084 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Первую получили 128 079 человек. Для усиленной вакцинации в городе Якутске развернуто 45 пунктов вакцинации. Это в 2 раза больше, чем было даже вчера. 55 мобильных прививочных бригад было 20 и 20 мобильных пунктов вакцинации. Пропускная способность мобильных, в том числе пунктов вакцинации, увеличилась до 2500, от 2500 до 10500 в сутки в целом по республике. В Мегино-Кангаласском улусе развернуто 30 пунктов вакцинации, было 5, и развернуто 5 мобильных бригад, было 2. Пропускная мощность увеличена от 300 человек до 1000. Пункты вакцинации развернуты в помещениях образовательных организаций, крупных предприятий, организаций торговли и транспорта, учреждений культуры, а также в многофункциональном центре «Мои документы». Адреса пунктов вакцинации размещены на официальных страницах, в аккаунтах и социальных сетях. Учреждения здравоохранения приглашают всех на вакцинирование против коронавирусной инфекции. Здоровья всем! Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по противодействию коронавирусу с последней информацией о текущей эпидобстановке. Далее расскажем о других новостях, а вот главные темы. Оперативная группа спасателей вылетела из Якутска в Кобяйский район для контроля половодья. Кладовая Алекмыс завершает подготовку к посевному сезону, сколько планирует засеять предприятие. Усть-Нерский краеведческий музей пополнился новым экспонатом. Его показали публике в день открытых дверей. Сегодня из Якутска в Кобяйский район вылетела оперативная группа спасателей. Борт Ми-8 компании «Полярной авиалинии» доставит их в населенные пункты Батамай, Сите, Куакуй и Арбын. По ходу следования провели авиаразведку и мониторинг обстановки в случае возникновения ЧС. Спасатели готовы к помощи населению в Алданском, Амгинском, Среднеколымском, Чурапчинском, Татинском районах, а также в Вилюйской группе. Там работают оперативные группы. Также служба спасения обратилась к жителям Якутска, Намского, Кобяйского и Усть-Алданского районов с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Кроме этого, по информации Госкомитета по ОБЖ, сегодня подрывные работы будут вестись на реке Лени под селом Партизан Намского района.
Теперь о ситуации на других водоемах. Итак, на реке Алдан ледоход вышел в устье. У населенного пункта Батамай уровень ниже критического. На реке Вилюй ледоход проходит по территории Кобяйского района. Нижняя кромка вышла в устье, а верхняя кромка в 20 километрах ниже Хатырык-Хамо. Уровень воды на 3 метра ниже критического. Активная фаза на реке Колыме проходит по территории Среднеколымского района. Нижняя кромка наблюдается у Среднеколымска. Уровень воды ниже максимального. Накануне произошло вскрытие реки Яны в пределах Верхоянского и Устьянского районов, что на неделю раньше нормы, уровни не превышены. На реке Индигирки идет спад воды. Сегодня-завтра ожидаются подвижки льда в верхнем течении. Усть-Алданская комиссия по ЧС сообщила о готовности к половодью в ряде населенных пунктов. Ситуацию контролируют в городах Канагор, Арытит. Под населенным пунктом Агаратах фиксируют подъем воды. В населенных пунктах Агарутах, Хоногор, Арытит наблюдается ледостав, разводе. С 15 мая на территории Усть-Алданского района объявлен режим повышенной готовности. Подготовлены пункты временного содержания скота и лошадей. И в случае возникновения чрезвычайной ситуации сразу начинается эвакуация населения. В настоящее время проводится отгон скота и лошадей в населенных пунктах. Уровень воды на Лени у Якутска упал на 17 сантиметров. На утро он составил 5 метров 74 сантиметра при критических 8 метрах 27 сантиметрах. У гидропоста села Табаги прирост за 4 часа составил 13 сантиметров, уровень достиг 8 метров. До критической отметки менее 1,7 метров. Густой ледоход наблюдается в микрорайоне Кангаласы. Там до максимального уровня осталось менее 80 сантиметров. Напомним, накануне там провели один подрыв на заторопасном участке в районе поселка Идей Цинамского района. В результате ледовое поле было разрушено. Заторных явлений на данный момент не наблюдается. Нижняя кромка сейчас у села Нам Цинамского района. Протяженность составляет 310 километров. 14 лесных пожаров потушили в Якутии за сутки. Согласно данным МЧС, новых очагов не возникло. Тем самым огнеборцы уменьшили площадь горения более чем на 300 гектаров. По оперативным данным авиалесоохраны продолжает действовать один лесной пожар на площади 17 гектаров в Сунтарском районе. На тушение привлекались 288 человек и 40 единиц техники. К другим новостям. Айсан Николаев провел совещание по рассмотрению исполнения национальных проектов. Плановые средства на их реализацию в этом году в регионе предусмотрены в размере почти 45,5 миллиардов рублей, в том числе свыше 7 миллиардов из бюджета Якутии, около 600 миллионов деньги муниципалитетов, свыше 5,5 миллиардов рублей внебюджетные средства. Остальные 32 миллиарда выделены из федерального центра. На текущий момент работа по реализации национальных проектов в регионе идет разными темпами. По ряду проектов есть отставание по срокам и объемам. Глава подчеркнул, что необходимо в первую очередь обратить внимание на риски неисполнения плановых показателей и выработать план действий по их устранению. Кладовая Лёкмы завершает подготовку к посевному сезону. Сколько планирует засеять предприятие, знает Елена Фаст. В эти дни завершается подготовка к посевным работам в Алёкминском районе. Предприятие «Кладовая Алёкмы» на 2021 год планирует посеять почти 600 гектаров кормовых культур. В эти дни идет огораживание и ремонт изгороди. Доведен план 2021 года и по другим культурам. У нас план посевных по зерновым более 550 га. Здесь основные наши хозяйства, это СХПК «Поезд» 300 га. Кладовая Алёкма где-то более 100 га будет, и крестьянское фермерское хозяйство. А в части кормовых мы должны посадить по плану более 800 га. Но здесь тоже основная масса у нас будет в этом году кладовая Алёкма, это более 500 га, где-то почти 600 га будет сажать они. И крестьянское фермерское хозяйство, и в этом году еще кормовые у нас собирает посадить Поиск. В местности Тюбя стоит дамба. На сегодняшний день она выведена из строя. Между тем, в свое время она позволяла осуществлять лиманное орошение значительной территории Мальжигарского наслега. Если ее привести в рабочий статус, польза будет однозначна, отметил директор кладовой Алёкмы. Здесь, в наслеге, большие территории кормовых культур предприятия. Большой эффект в том смысле, что, допустим, если при работающей дамбе, у нас орошаемая площадь земель равнялась бы около 1000 гектар.
Мы сейчас вот просчитывали, смотрели, да, но это только взять земли, пастбищные угодья, кладовое Лёкмы, они 400 с лишним гектар, да, а остальное еще у нас сельхозугодья, сенокосные угодья, частный сектор и так далее, да. Тем более у нас есть еще там озера, которые подпитываются за счет вот этой воды. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Православный культурно-просветительский центр открыли сегодня в Мирном. Его инициировали по просьбе общественности с благословения архиепископа якутского и ленского Романа при финансовой поддержке компании «Алроса» и лично гендиректора Сергея Иванова. Центр будет действовать по принципу учебного заведения дополнительного образования. В здании расположится детский православный центр «Истоки». Будут обучать основам православной культуры и православной веры, истории Ветхого и Нового Заветов. Также пройдут занятия прикладного творчества. Для ребят старшего возраста планируют организовать обучение основам домоводства и ручного труда. Организуют и группы основ актерского мастерства и журналистики. В прошлом году мы отмечали 150 лет нашей якутской епархии. И вот, видя весь этот путь, пройденный Русской Православной Церковью вместе с Якутией, ее народом, мы видим, что именно благодаря Русской Православной Церкви в Якутии укоренились и будут в долгие еще века жить традиции толерантности, терпимости, любви к ближнему. И очень хорошо, что вот в нынешнее время, непростое время, появился в Мирном такой замечательный центр. В России сегодня впервые отмечают День фармацевта. В середине апреля Минздрав обнародовал документ, предлагающий установить праздник. Как отметили в ведомстве, дата 19 мая выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1581 году, в России открыли первую аптеку, где помимо продажи лекарств было и их производство. Сейчас в фармацевтической отрасли Якутии насчитывается около 500 организаций, из них 29% государственных учреждений. Ежедневно трудятся порядка 700 фармацевтов и 500 провизоров. В регионе обеспечением лекарствами осуществляется по 5 программам. В свою очередь СВФУ каждый год готовит около 20 специалистов. Также в региональных аптеках работают выпускники Томского, Иркутского и Хабаровского университетов. Так как нет у нас страхового возмещения всем категориям населения, ценовая политика, цены, проще говоря, на лекарственные препараты являются чувствительными вопросами для каждого из нас. И потихоньку внедряются пилотные проекты. То есть если человек испытал инфаркт, или какую-то сердечно-сосудистую катастрофу, то в течение года он обеспечивается бесплатно за счет государства лекарственными препаратами. Уснерский краеведческий музей пополнился новым экспонатом. Его показали публике накануне в День открытых дверей. С ним ознакомилась Светлана Поцелуева. Леонид Никитченко живет и работает в Аймиконском районе с 1976 года и давно считает его второй родиной. Человек по натуре общительный и неравнодушный, он не смог остаться в стороне от мероприятий к 100-летию района и решил издать книгу памяти. Эту идею я сделал для того, чтобы память о тех людях, которые принимали самое активное участие и работали здесь на полюсе холода, чтобы эта память осталась у нас на многие годы для нашего поколения, которые приезжают сюда работать. Работники музея, архива, просто отзывчивые люди с готовностью откликнулись и оказали посильную помощь в сборе материалов. С марта месяца 2020 года мы собирали информацию, чтобы издать книгу памяти к столетию Аймиконского улуса. Откликнулось очень много желающих предоставить информацию, фотографии. Со всей страны приходила фотографии, мы их обрабатывали. И вот книга готова. Как и было обещано, книга памяти передана на хранение в Уснерский краеведческий музей и доступна к просмотру. Я много лет прожила на закрытом, теперь уже прииске, юбилейном. В этой книге увидела знакомые лица. Знаете, приятно осознавать, что люди, отдавшие району свои годы, силы и знания, останутся в памяти людей. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Уснера. Общегородские утренние зарядки возобновили в Якутске. «Начни утро с победы над самим собой», гласит лозунг мероприятия, организованного региональным министерством спорта.
Каждый инструктор представит определенное направление, например, такие как скандинавская ходьба, суставная гимнастика, оздоровительный бег, ушу и другие. Первая зарядка будет проходить в 6:30 утра по местному времени на площади Дружбы народов. В 7:00 тренировки стартуют на площадях Ленина, Орджоникидзе, Победы, в парке культуры и отдыха, а также на стадионе Туймада и на площадке возле торгового центра «Меркурий». На площади Дружбы занимаются суставной гимнастикой. Она основана в основном на китайских упражнениях типа сигун, ушу, тази. Вот эти упражнения. Из них мы взяли основные упражнения, которые нам нравятся. Может прийти с любой с нуля. Тут ко мне приходят разные люди. Есть и спортсмены, есть и люди в возрасте, есть даже бабушка, у которой 82 года. Тут как бы универсальные упражнения. Можно свою нагрузку под себя сделать. Манижа вышла в финал Евровидения 2021. Девушка выступила под 3-м номером со своей конкурсной песней «Russian Woman». На бэк-вокале с Манижей спела якутская певица Юлина. Перед зрителями конкурсантка от России появилась в ярком костюме, сшитом из тканей, присланных женщинами разных национальностей со всей страны. Из Якутии для наряда артистки отправили небольшое панно с обережными рисунками. В финал, который состоится 22 мая в Роттердаме, пройдут по 10 участников из 2 полуфиналов, а также конкурсанты из Великобритании, Испании, Германии, Италии, Франции и Нидерландов. На этом пока все. До встречи в эфире.